1952 году были представлены Tudor Oyster Prince. Это ключевая в становлении бренда линейка, созданная на основе Rolex. В частности, ей по наследству достались хваленый корпус Oyster и автоматический механизм. И хоть это и был принц, короне места на циферблате не нашлось. Тем не менее, на протяжении долгой истории Oyster Prince корона Rolex все же временами появлялась на заводной головке, в зависимости от года выпуска и модели. Также на задней крышке было выгравировано оригинальный корпус Oyster от Rolex Genève. И даже застежка браслета была брендирована Rolex. И если поначалу часы можно было легко спутать, смотря на них невооруженным взглядом, то со временем незначительные различия становились все более и более значимыми. К 1953 году бренд определился со своим целевым покупателем. И если Rolex носят люди, вершащие судьбу мира, то Tudor носят люди, которые этот мир строят.